Молодые, красивые, влюбленные в жизнь, харизматичные и талантливые. Семья Власовых известна практически каждому нерюнгринцу, ведь без их участия редко обходятся как культурные, так и официальные мероприятия столицы Южной Якутии. Творческая натура Александры, хранительницы семейного очага, начала проявляться в самом раннем детстве, и она без раздумий посвятила прекрасному всю свою жизнь. Творчеством я занимаюсь, наверное, с самого глубокого детства. Первый раз на сцену вышла в 6 лет. Это еще была сцена ДК «40 лет Победы», он тогда назывался. Это был детский вокальный конкурс. Я пела песню там, заняла 2-е место. В 90-м году поступила в школу и на линейке торжественной спела песню, меня сразу взяли в Соловушку. В Соловушке я отучилась много лет, побывав в разных странах, участвуя в конкурсах. Я была солисткой хора. Руководил тогда Петр Николаевич Воронов. Мне повезло. Я как раз училась в Соловушке. Это было самое золотое время, потому что у школы была возможность выезжать на конкурсы, выезжать за границу. Благодаря учебе в Соловушке я объездила полмира, много чего повидала, много чему научилась. После окончания школы, школу я закончила 4-ю, которая, к сожалению, уже не существует, но тем не менее, я окончила 4-ю школу, поступила на филологический факультет, Якутский государственный университет, закончила его. И в институте мне предложили, зная о том, что я пою, мне предложили создать вокальную студию, студенческую, пробно. Людмила Борисовна Маркина была идейным вдохновителем всего мероприятия. И вот из студентов, которые не имеют музыкального образования, никогда не учились в музыкальных школах, просто желанием петь, мы создали вокальную студию «Дебют», которая добилась очень больших успехов в творчестве. Вокальной студией занималась 16 лет. То есть приходили новые люди, кто-то уезжал, мы участвовали в конкурсах, мы участвовали в мероприятиях, пели многоголосие, много чего научились. Но когда-то приходит момент, в который хочется что-то в своей жизни поменять. И как раз я поняла, что настал тот момент, когда пора заняться собой. Сейчас я заканчиваю 3-й курс магистратуры по направлению вокальное искусство, академическое пение в Московском государственном институте культуры в Москве. Осталось сдать только госэкзамен и диплом. Без 5 минут моя мечта стать оперной певицей, вокалистом профессиональным вот-вот сбудется. Со временем Александре пришлось сделать нелегкий выбор между творчеством и карьерой, но она все равно осталась близка к творческой среде, став художественным руководителем уже практически родного Центра культуры и духовности города Нерюнгри. Прежде чем стать художественным руководителем Центра культуры и духовности, то есть эта вокальная студия «Дебют», которая образовалась на базе института, технического филиала, через какое-то время Владимир Ерофеевич Попов пригласил нас вместе с «Дебютом» стать частью творческого коллектива Центра. И в Центре я сначала работала в качестве совместителя и вела вокал, естественно, вокальную студию. А в то время я работала еще в институте в отделе по внеучебной работе. Там 12 лет проработала после учебы. Но и так сложились обстоятельства, что мне пришлось сделать выбор. Выбор, естественно, пал в пользу культуры, потому что всю жизнь я в творчестве, всю жизнь на сцене, все время этим занимаюсь, надо было выбирать. Было сложно 2 работы совмещать. И переехала я сюда, освободилась в должность художественного руководителя, меня пригласили на эту должность. И по сей день уже 6-й год, получается, я работаю в должности художественного руководителя. Художественный руководитель – это не очень творческая профессия, так скажем, она больше бюрократически имеет характер. Это не столько про сам творческий процесс, сколько про его организацию, про отчетность. Но, слава богу, есть возможность выходить на сцену, участвовать в каких-то мероприятиях, какие-то мероприятия вести, какие-то мероприятия создавать. Это очень отрадно, потому что заниматься творческому человеку только бумажной работой – это, в принципе, подобно смерти.
Вот. Ну и желаемое с действительным. Когда любимая работа приносит и доход, и удовольствие, это самый лучший вариант, наверное, работы, в принципе. У меня получилось. Ты поскорее мне верни счастьем ставшие для нас минуты. Без тебя, без твоей любви мне в целом мире видно нет приюта. Как талантливого исполнителя, мужа Александры Виктора, знают не только в Нерюнгри. Он постоянный участник большинства концертов, в том числе благотворительных, которые проходят в Нерюнгринском районе и близлежащих городах. Лауреат городских, районных, республиканских конкурсов. Его нередко приглашают выступать в другие города как почетного гостя. Виктор в свое время пел со звездами российской эстрады Дмитрием Колдуном и Валерием Сюткиным, когда они приезжали в Нерюнгри на День шахтера. Как я пришел в музыку, ну, там, наверное, на страничке ВКонтакте еще не так много детских фотографий, где я уже с малых лет с гитарой, с наушниками, есть такие фото, карточки. Вот. Как я пришел, это, наверное, это из ряда увидеть, достичь, побить любой ценой. Я учился, если не ошибаюсь, в классе, наверное, 8 или 9. Был День шахтера, и на День шахтера приезжала группа на стадион Корняк, премьер-министр, вот, и мы с другом такими путями, можно сказать, отпросились друг к другу с ночевкой, а сами уехали в город посмотреть, что это такое. И перед выступлением, да, наших звезд на этой сцене выступали местные таланты. Вот. И я стоял, смотрел в первых рядах, восхищался и думал, а почему я не смогу ли так же сделать? Вот, и я должен обязательно быть там. Ну и с этого, наверное, пожалуй, все и началось. Вот, я начал более активно выступать в разных конкурсах, пробовать играть на гитаре, петь. Вот. Потом, когда мы участвовали в Алдане, в Тамоте, вернее, на республиканском фестивале, на самом первом республиканском фестивале, и я там выступил, получил грамоту участника. Вот, и после этого конкурса проходил уже вокальный конкурс здесь, в ДК Пушкина, в городе Нерюнгри. И на этом конкурсе были свои педагоги у каждого участника, которые готовили их к этому конкурсу. Ну, так мы, собственно, познакомились с моей любимой женой. Вот, я сразу понял, это мое. И вот на протяжении долгих лет мы уже живем дружно вместе, любим друг друга, у нас 2 детей, любимая дочка, сын. Я являюсь лауреатом районных, республиканских, городских, поселковых конкурсов. Вот. Вот спустя, допустим, 10 лет на 10-м юбилейном фестивале в Тамоте я занял 1-е место, лауреата я взял. Хотя ехал так уже, просто отдохнуть. Всегда получается так, когда ты серьезно относишься к каким-то вещам, награда до тебя не доходит, а когда ты уже спускаешься на тормозах, вот, и почему-то получается все наоборот. Шумный город оставил нас ранним рейсом, как первый раз, звездной ночью теплый прибой. В этом месте я буду с тобой. Вспоминаю эти дни. Творческие люди всегда с каким-то особым чувством понимают настроение друг друга. А в случае с нашими героями это нередко приводит к появлению совместного творчества. Ты
Коллеги, с которыми Александра контактирует в стенах Центра культуры и духовности, отзываются о ней и ее большой и дружной творческой семье с восторгом, отмечая талант каждого. Семью Власовых знает весь город, потому что Саша очень-очень много лет поет на нашей сцене, поет потрясающе, и все знают, от ее вокала всегда бегут мурашки по коже. Также ее муж занимается вокалом, он выступает на всех площадках города, и иногда даже выезжает в другие города. Звезда нашего масштаба. Дети у них тоже очень творческие. В этом году мне удалось с ними поработать с обоими. Я делала номер на юбилей, и Влада и Ростик, они участвовали в номере, пели у меня, ходили на все репетиции исправно. Я знаю, что они занимаются в музыкальной школе, и очень активные такие ребята. Образцово-показательные, мне кажется. Они огромные молодцы, всегда обнимаются, всегда на позитиве, всегда с улыбкой, никогда не убивают друг друга, я не знаю. Всегда все хорошо. Хочу сказать о том, что с Виктором они познакомились тоже в Центре культуры и духовности. Он пришел к ней в коллектив петь, и они познакомились. Но я думаю, что искра любви у них вспыхнула на фестивале «Берег дружбы». Когда мы сидели на берегу реки Алдан, там, в общем, горел костер, была такая очень замечательная атмосфера. И просто тогда они, в общем, сидели, смотрели друг на друга. Я думаю, в тот момент у них родилась такая любовь, которая длится уже много лет. От этой любви у них родился прекрасный сын Ростислав, который музыкант тоже. Он заходит ко мне, когда приходит во Дворец культуры, мы с ним очень часто беседуем. Очень хороший, умный мальчик. Ну, также дочка у них замечательная. Мы вчера вот с ней беседовали, она хочет тоже ехать поступать в институт, уже скоро заканчивает. Что хочу сказать, что Саша сама как человек очень интересный. Ну, хочу сказать о том, что Саша, у нее очень хороший характер. Никто ни разу не слышал, чтобы она на кого-то там кричала, потому что она все-таки художественный руководитель, к ней заходят, советуются, приглашают ее. Ну и, конечно, хочу сказать о том, что она прекрасна как солистка. На протяжении многих лет она украшает нашу сцену своим прекрасным голосом сопрано. Уже как бы вошло в историю, когда 7 у нас автобусов мы ездили в Якутск, и тогда Саша была в положении, но тем не менее она выходила в Якутске, пела, в общем, в центре Кулаковского тогда был концерт наш, она выступала, и многие друзья мои сказали мне: боже мой, какой прекрасный голос у вашей солистки. Ну и потом, в общем, на берегу дружбы, это был 2008 год, она заняла гран-при фестиваля. Гран-при фестиваля это на всю республику, она стала самой лучшей. И помню, тоже тогда с оперного театра к ней подошел человек и сказал: не хотите ли вы приехать и жить в Якутске и петь в оперном театре? У вас такой прекрасный голос. У них была беседа, я присутствовала тоже при этой беседе. Она тогда смеялась и сказала: нет, мне очень нравится Нерюнгри, я его никогда не променяю на другой город. Безусловно, в такой семье и дети, вдохновленные примером родителей, стараются искать и развивать себя в различных творческих направлениях с самых ранних лет. Владислава Власова, ученица информационно-технологического лицея номер 24, в свое время окончила детскую музыкальную хоровую школу «Соловушка». А сейчас она талантливый художник. Ее работы украшают многие конкурсы и выставки. В будущем она хочет связать свою профессиональную судьбу с художественным профилем. Я в детстве очень сильно и очень много смотрела на свою маму. Мне очень нравилось наблюдать за этим процессом, то, как она играет, то, как она музицирует, то же самое. Мне это очень сильно завораживало, и я потом сказала: мама, я хочу в музыкальную школу. Она меня туда отдала, получается. Вот. Я в 1 классе была у ее учительницы по фортепиано. Вот. К сожалению, я, конечно, 1 год только с ней смогла проучиться. Вот. Но спустя некоторое время я все-таки смогла нормально там освоиться. У меня хорошо получалось, и на фортепиано получалось играть, и в хоре петь, и сольфеджио мне тоже давалось хорошо. Ну, как-то вот так вот. В принципе, сейчас я занимаюсь художеством. Ну, это так можно одним словом обозвать.
я рисую на одежде, я пытаюсь учиться рисовать анимацию, потому что моя будущая профессия будет как раз-таки художник-мультипликатор. Поеду учиться уже вот-вот в следующем году. Вот, как-то так. Ну, что еще могу сказать? Мне мое творчество приносит огромнейшее удовольствие. Я получаю от этого настоящий кайф. Вот. И на самом деле каждый человек может найти в себе что-то творческое, даже если он никогда ничем не занимался. Вот, например, художество мне с самого детства давалось. Я рисовала везде, как сказала моя мама. И на стенах, и на полу, и на одежде. И у меня слишком хорошо начало получаться. И в 2018 году я решила для себя пойти в художественную школу в ДШИ города Нерюнгри. В итоге я отучилась в ней 5 лет, получила аттестат красный с отличием. И планирую, опять же, повторюсь, дальше идти по художественному пути мультипликаторов. У меня очень большое портфолио достаточно. У меня есть как и муниципальные конкурсы, у меня так и есть региональные конкурсы, у меня еще есть республиканский конкурс, всероссийские конкурсы у меня тоже достаточно много. Первых мест, вторых мест, третьих мест. А по большей части это, конечно же, муниципальные конкурсы. Ну, а что еще делать? Если всероссийские конкурсы стоят достаточно дорого только за участие, и чтобы получить хоть какое-то место на всероссийском конкурсе, это надо очень много работать. Вот. Но, к счастью, у меня очень хорошо получается это делать. Я работаю, у меня хорошая фантазия, и поэтому мне не составляет труда делать что-то интересное. Брат Владиславы, Ростислав, тоже ученик детской музыкальной хоровой школы «Соловушка». Он делает определенные успехи в творчестве. Но, как и все мальчишки, больше тяготеет к спорту и экстремальным развлечениям. Я учусь в 24-м лицее, у меня много друзей. Я увлекаюсь спортом. Спорт у меня называется карате кюкушинкай. Я хожу 3 раза в неделю. Во вторник, в четверг и в субботу. Я ездил в Хабаровск. Я там участвовал в соревнованиях. В городе я участвовал в соревнованиях. Получил 2 место. Я ездил вместе с командой в летний лагерь во Владивостоке. Пробовал я там 12 дней, и мне за это дали диплом. Мы тренировались на пляже, купались, играли, разговаривали, учились быть самостоятельными. Я в 6 классе занимаюсь фортепианом с 1 класса. Хожу на хор, хожу на сольфеджио, на слушание музыки, по-другому называется музыкальная литература. В 1 классе я учился тоже в ДШИ, но потом меня перевела мама во 2-ю гимназию, где находится Соловушка. Еще я увлекся катанием на самокате, выучил разные трюки, катался почти каждый день с друзьями, катался на BMX, почти съездил весь город. Часто гуляем с друзьями в парке, гуляем на разных площадках. Сейчас я пошел учиться в IT-школу. Мне пока все нравится. Там интересно, много чего можно узнать. Хорошо объясняют, дают перекус. Время длится 2 часа. За эти 2 часа можно усвоить много информации разной. Пишем разные коды, генерируем в нейросети какие-нибудь там фотки, голос, ну и всякое прочее. Доверие и уважение друг к другу – главные принципы семьи Власовых. Семьи, у которой за все эти годы появились свои традиции, которым они стараются всегда следовать. Ну, на самом деле у нас есть свои семейные традиции, которые сложились в течение семейной жизни. Но, во-первых, мы очень любим путешествовать своим ходом. Стараемся ездить в отпуск, когда выдается возможность, на машине.
Вот, испытываем от этого удовольствие большое, ни к чему не привязываем. Вместе мы отдыхаем, мы вместе стараемся ужинать, на выходных завтракать. У нас есть традиция, мы периодически смотрим фильмы все вместе, собираемся за столом, устраиваем какие-нибудь праздники. Если рассказывать про, там, опять же, путешествия, то, да, в принципе, это самая классная часть наших традиций, как я могу это еще сказать, выразить. Вот мы буквально недавно, летом, в августе, мы ездили в Благовещенск всей семьей, вот. Ну, еще и прихватили вдобавок моего молодого человека. Было очень весело, задорно, классно, хорошо мы все отдохнули, вот, в принципе. Что по поводу праздников хочу сказать. Любимые праздники — это, естественно, Новый год. Шампанское, мандарины, мишура и так далее. Когда Влада была маленькая, у нас была традиция, мы перед Новым годом запасались фаршами, терпением и силами, и лепили пельмени всей семьей. То есть в этом участвовали все. Ну, как-то сейчас отошли от дел. Ввиду занятости, да, сильно. Так вот мы раньше увлекались этим, да. Если у нас какой-то праздник, мы ждем гостей, обычно мы все вместе делаем, у нас у каждого свои обязанности, все друг другу помогают, друг друга поддерживают. Если у кого-то случается какое-то мероприятие, мы стараемся по возможности всей семьей присутствовать, поддерживать, аплодировать, быть рядом, быть вместе. Ну и мы понимаем, что мы семья, мы самые близкие, самые родные друг у друга люди, что иногда стоит какие-то, можно и пренебречь какими-то своими желаниями в пользу семьи, да, кому-то уступить, с кем-то пойти на компромисс. Ну, практически всегда это удается. Да, когда я был маленький, мой папа был вечно занят и уставший, и не ходил на всякие различные мероприятия мои. И я уже тогда знал, что когда будут у меня дети, я не пропущу ни одного. Но, в принципе, я, по-моему, ничего не пропустил. Ну да, мы любим в кафе ходить, в кино любим Мы ходить. любим посещать фильмы наш смотреть. театр, мы ходим почти на все спектакли в театр. Вот, нам очень нравится. И, ну, прям... В Центре культуры и духовности сам Бог велел, мы посещаем. Ну, мы точно посещаем все мероприятия, периодически в половине из них участвуем или в большей части. Ну, вот. Иногда мы на совместные прогулки ходим. Все-таки стараемся выбрать время, учитывая занятость каждого, чтобы какое-то время быть только вот в своей семье, быть друг с другом. То есть не просто как бы находиться в одном помещении, да, какое-то время и жить свою жизнь, а все-таки чтобы было ощущение, что помимо там, работы, каких-то там дел, занятий, что есть, у нас должно быть время, когда мы просто семья. В какой-нибудь пятничный, да, или либо субботний вечер мы все вместе выбираем какой-нибудь фильм, заваливаемся все вместе вчетвером на кровать и просматриваем. Телефон. Стараемся смотреть какие-нибудь семейные фильмы, да, познавательные, комедии. Ну, для совместного просмотра, чтобы это было интересно и детям, и Вот, а еще у нас потом есть... мы обсуждаем, да, Да, у нас еще просмотренное. у нас еще есть питомцы дома. То есть у нас семья состоит не только из нас, у нас еще есть собачка, у нас есть кот. Котику уже 15-й год, он у нас такой взросленький, собачки 10-й. И муж с недавнего времени у нас еще увлекся аквариумистикой. Очень заразная штука. Наш 30-литровый аквариум превратился уже в 300-литровый. Вот, да, увлекательное занятие. Вот у нас еще теперь и рыбки есть. Ну и, как вы заметили, уже цветы. Это тоже одно из моих увлечений. И здесь в основном лиственные, а дома у меня есть коллекция суккулентов и кактусов. Но это моя любовь, наверное, с институтской скамьи. Никак я без них не могу, без любимых колечек. И каждый раз, когда я уезжаю на сессию, в качестве подарка и того, что вот я такая молодец, я так хорошо постаралась, я обязательно привожу себе какие-нибудь новые колючки.